Этот дом валится, рушится. Даже, знаете, визуально посмотрим. Откуда вы переселились? С станицы Вознесеновская. Инспекция главы Ингушетии Махмуд Али Калиматов проверил социальные объекты в Малгобекском районе. Если мы не будем сохранять все то, что нам помогало веками сохранить вот тот образ здоровой, идеальной семьи, соответственно, какие законы нам не помогут. Домашнее насилие. Как избежать опасных последствий? На профилактике актуальные проблемы говорили в аппарате уполномоченного по правам человека. Вопросы были несложные, интересные. В частности, мне понравился вопрос, какие произведения относились к творчеству Солженицына. Будущие исследователи и адвокаты. Свыше 100 школьников-участников в парламенте прошла Олимпиада Саратовской юридической академии. Это прежде всего и по организации летнего отдыха детей, и по развитию таких направлений, как в наставничестве. Военно-патриотическое воспитание молодежи. Совещание руководителей штабов региональных отделений юнармии СКФО в Магасе, о чем говорили на встрече. Детский ансамбль СИК готовится отметить свой первый юбилей. Репетицию посетила наша съемочная группа. На канале Ингушетия время вечерних новостей. Здравствуйте. Изучение и проверка строительной отрасли республики. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов в ходе рабочей поездки посетил социальные объекты Малгобекского района. Ввиду присутствия острых проблем материально-технического оснащения в качестве приоритетных для осмотра были выбраны 3 учебных заведения. Также глава Ингушетии пообщался с жителями Малгобека, переселенцами из оползневой зоны. Подробности в материале нашего корреспондента. Новая школа на 704 места построена в Малгобеке в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие республики» на 2016-2025 годы. Не холодно здесь? А? Все хорошо у вас? Главное, учитесь. Все получится. Объект был возведен для жителей 2-го микрорайона города, переселенцев из оползневой зоны. Несмотря на небольшой срок в эксплуатации, трехэтажное здание уже можно считать малопригодным для пребывания в нем детей. Сооружение в трещинах, в том числе и в несущих конструкциях. В некоторых кабинетах сырость. Ударопоглощающее покрытие спортивного зала не соответствует нормативам. Зафиксированы нарушения комплексной безопасности. Сзади асфальт просел, и вода просачивается в подвал от дождя. В 3 местах. Подвал хороший. Это не от асфальта. Они не сделали замок вокруг фундамента. А что у вас в подвале? Ничего. Они не достроили его, они его не отштукатурили, не побелили, не довели домой, одним словом. Отсутствуют и разрешительные документы о приемке в вводе объекта в эксплуатацию. Как следствие, лицензия на право осуществления образовательной деятельности и свидетельство о госрегистрации. В связи с чем Малгобекский городской суд принял решение приостановить работу школы до получения указанных документов. Одна розетка вон так, и все. И в этих помещениях тоже не было вообще розеток. Это источник повышенной опасности. У вас должен быть проект, технические условия. У вас все должно быть, чтобы его поставить. Если что-то случится, вы лично будете отвечать. Сложившаяся ситуация вызвала у главы Ингушетии ряд вопросов, связанных с работой строительной компании «Гарант Строй» и освоением выделенных на объект средств свыше 290 миллионов рублей, а также и ответственностью лиц, принимавших участие в открытии учреждения и не выразивших протест в связи с некондиционным состоянием свежепостроенной школы. Местное самоуправление, муниципальная администрация, надзорные органы, руководство учебного заведения. Вот вы депутатский корпус, наверное, смотрели, как для детей строить школу, да? Ваш народ избрал? Совершенно верно. Ну и что вы народу дали? Вы дали школу, которую нельзя, детей здесь, чтобы учились. Вы что, обратились, значит, в прокуратуру, вы пригласили хищение, которое совершил, нарушил все нормы. Вы поставили вопрос перед мэром.
У школы руководителя региона встречают жители второго микрорайона Малгобека, больше известного как 110 гектаров. В ходе общения переселенцы из оползневой зоны пожаловались Махмуду Али Калиматову на неудовлетворительные условия проживания. Бросили свое жилье из оползневой зоны, чтобы переехать в аварийные дома, отметили жители. Глава Ингушетии внимательно всех выслушал и заверил, что по этому факту проводится детальная проверка, и озвученная проблема будет решаться поэтапно. Этот дом валится, рушится. Даже, знаете, визуально посмотрим. Откуда вы переселились? С станицы Вознесеновская. Станица Вознесеновская. Да. А ваш дом есть там? Нету. А куда он делся? Но нас заставляли разобрать все полностью, дома. Как Было вы такое, вот нормальный так, дом разобрали? Нормальный дом был. Каждый объект составляется акт. Акт составляется всех недостатков в этих строениях. Понятно. После этого будет проанализировано все. И будем принимать меры. Будем этих застройщиков собирать. Вот. При обстоятельствах, если они виновны, мы будем материалы формировать и направлять в правоохранительные органы. Но я хочу им предложить, чтобы они пришли и все свои недоделки доделали, устранили. Эти строители, подрядчики. Потому что они за эти стройки получили деньги. Я это все понимаю. Вы понимаете, да? Да. На Но если там день вода на метр стоит глубиной, На и вот метр. так валится у нас, и на трубу уже дом лег. Его там жить невозможно. Да, вот почтовый один. Признан аварийным. аварийный. Да. Вот их дом, да, Смотрите, аварийный. если признаны аварийными, Да. значит, заключение будет. Как мы понимаю. изучаем, мы поэтапно будем принимать решения. Не обойдут никого. И мы будем их или ремонтировать заставить, или если оно стало уже аварийным, будем принимать меры, чтобы переселить людей. Другого же не дано. Я же понимаю это, вы же не можете в аварийных домах жить. Инверкинская школа стала вторым объектом в рамках инспекционной поездки. Общеобразовательное учреждение состоит из двух корпусов. Они 1923 и 1973 годов постройки. Капитального ремонта здесь не проводили. Старый корпус пришел в полную негодность, что значительно затрудняет ситуацию с учебными местами в единственной в сельской школе. По своим характеристикам она рассчитана на 320 посадочных мест. Но сейчас в школе обучается 623 учащихся в 2 смены. При этом в НРК существует дефицит 303 места. Давно работаете? Я с 85-го года. И сколько ваших выпускников окончили высшее учебное заведение? У меня очень много. Русского Больше 50, наверное, языка школ. и вернули в школу. Вот эти все наши выпускники. Одна осталась в Москве. Это наша выпускница, это наша выпускница, это наша выпускница. Для решения в селе проблем с нехваткой мест в школах республиканским Минстроем заложено возведение до 2021 года школы на 720 мест. Всего в рамках нацпроекта образования в период с 19 по 21 года планируется построить 15 школ на 10 330 ученических мест. Самое главное, чтобы сейчас вот строить, которые начали или начнут, чтобы ее построили надлежащим образом, чтобы радовало на вас, чтобы качественно там было. Потому что некоторые сейчас школы построены, вот сейчас есть недостатки некоторые. 10-я школа находится в самом северном населенном пункте Ингушетии, в сельском поселении Вежери. Учреждение, открытое в 1995 году, рассчитано на 240 мест. И сейчас по решению судебных органов 6 классных комнат закрыты из-за их аварийного состояния. В этом крыле здания появилась большая сквозная трещина. Первые трещины у нас появились 10 И на они 11. заключение дали, что ничего не будет. Но таких страшных не было, только трещины. Все-таки они разошлись. Значит, Да. плохое. И вот сейчас вот именно процесс прошел в этом году. Восходительный. Арматура стянута. Швеллерами? Да. По периметру. Ну, трещина продолжается. Но это все равно ничего не Это дает. вон все равно идет, да? Оно наверху еще больше. Да, Махмуд Али Калиматов поручил Минстрою Ингушетии прислать в кратчайший период стройкомиссию для проведения экспертизы на предмет уместности проведения ремонтно-укрепительных работ. В случае установления экспертами невозможности устранения недостатков сооружения, правительству необходимо незамедлительно предложить альтернативные решения этой проблемы. Вот эти швеллера, они обычно делают там и идут... Делают снизу, сверху. Снизу, Сверху, да. Раму делают каркасную.
Ну а здесь сделали что-то. Здесь ленточный фундамент. Вот поэтому это все. Площадки нет, подушки нет. Нету? Нету, вот он ленточный, вот он видно. Ленточный фундамент. В ходе рабочей поездки в Малгобекский район глава Ингушетии Махмут Али Калиматов встретился и с авторами коллективного обращения, поступившего к нему от имени жителей селения Вежери. По их словам, отсутствие качественной дороги ощутимо усложняет жителям путь до административного центра, расположенных там важных социальных объектов и других сел района. Как отметил Махмут Али Калиматов, эта инициатива была тщательно изучена и поддержана. В следующем году между Малгобеком и селением Вежери появится новая удобная автомобильная дорога. 20 июля он говорит, мы закончим эту дорогу. Это принципиальная вещь. Да, 100%. Да, мы обязательно бюджет, чтобы надо же бюджет вложить. Естественно, более 14 километров. Рельеф сложный там. Я сейчас подъехал, думаю, настолько красивые места, это же вообще прелесть. Ранее глава региона нанес визит в первую икажскую школу, которая состоит из корпусов, находящихся в аварийном состоянии, за исключением одного современного здания спортивного зала. Основные образовательные корпуса построены в 1936-1959 годах. Также имеются постройки начала 20 века. В ходе инспекции глава региона обсудил с руководством учреждения, представителями Минобра и Минстроя республики возможности проектирования и возведения новых корпусов на территории школы с минимальным ущербом для учебного процесса. Всем здрасте. Здравствуйте. Присаживайтесь. Давайте я урок проведу. Ну и что сегодня проходите? Шабыштян. Магомед. Ну и что сегодня изучаешь? Руслан. Задали наизусть что-то или пересказать? Наизусть? Глава Ингушетии заявил, что контрольные проверки возводимых и уже возведенных объектов образования и здравоохранения – лишь один из этапов изучения строительной сферы региона. Хади Добриева, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиф, Рахман Цуров. Новости 24. Сход граждан прошел в Малгобеке на базе 3-й городской школы. На сходе затронули вопросы неукоснительного соблюдения правил дорожного движения, противодействия идеологии экстремизма и терроризма. Жителям также напомнили, к каким последствиям может привести неграмотное и беспечное обращение с газовыми приборами, а также самовольная замена и ремонт газовых приборов, о соблюдении мер пожарной безопасности в быту, правила пользования газобаллонными установками. Такие сходы по поручению главы региона должны пройти в каждом населенном пункте. Профилактика семейного насилия, проблемы и пути их решения. В Магасе в аппарате уполномоченного по правам человека состоялся круглый стол на тему домашнего насилия. В обсуждении актуальной проблемы участвовали представители МВД, Следственного комитета и Миннаца. О мерах и возможных способах профилактики домашнего насилия репортаж Дианы Дударовой. Семейные отношения не регулируются российским законодательством, а поговорка «ссоры из избы не выносят» прочно въелась в сознание людей. Но ни для кого не секрет, не за всеми закрытыми дверями отношения складываются благополучно. Домашнее насилие – одна из серьезнейших проблем современного общества. В стране до сих пор в поисках совершенного метода борьбы с ней. Часто под этим понятием понимают физическое насилие, однако существуют и другие виды – психологическое и экономическое насилие. И это не просто семейные конфликты, а регулярно повторяющиеся и учащающиеся инциденты. Эта проблема волнует общественных религиозных деятелей, представителей органов опеки, уполномоченных по правам человека и ребенка, которые за поисками ответов собрались за одним столом. В стороне от проблемы не остался и сенатор Совета Федерации, лично принявший участие в дискуссии Мухарбек Барахоев. Собравшиеся, исходя из личных наблюдений, отмечают, что чаще всего случаи домашнего насилия встречаются в неблагополучных семьях. Вот эти действия, связанные с семейным насилием, часто бывают сопряжены и психическим отклонением здоровья того, кто, значит, вот эти действия совершает. А это все, значит, укладывается в логику принудительного лечения. А принудительное лечение – это как раз-таки согласуется с
медицинской экспертизой. На встрече упомянули и всероссийскую статистику, согласно которой в 90% случаев чаще всего от домашнего насилия страдают женщины. Причины разные. Это и финансовая незащищенность, отсутствие поддержки со стороны родственников, правовая неграмотность. Также нередко этому служат традиционные особенности. Проблема усугубляется тем, что пострадавшие женщины не заинтересованы обращаться в правоохранительные органы, что позволило бы предотвратить более тяжкие последствия. Об этом свидетельствует и статистика МВД. За последний год зафиксировано только 3 случая семейного насилия. Также отметили, что в основном заявления о бытовом насилии в регионе поступают от женщин. Заявляемые, они, в принципе, остаются на плоскости латентности, то есть остаются тем нефиксированным. Когда мы изначально, не доводя дело до суда, сотрудники тут есть, они не даст мне соврать, мы собираем комиссию, мы выезжаем. Мы изначально пытаемся как-то с этими людьми поговорить мирным путем, не доводить дело до суда или общественной огласки. Участники круглого стола подчеркнули необходимость создания женского кризисного центра, где пострадавшим женщинам будет оказываться юридическая, медицинская, психологическая и религиозная помощь. Вспомнили и о случае с Аишей Ажиговой. Сенатор, в свою очередь, предложил усилить связь между правоохранителями и органами опеки, чтобы не допустить вопиющих случаев в регионе. Если бы все-таки вот на этом участке органы правопорядка в лице участкового инспектора, соответственно, владели бы ситуацией, эту ситуацию можно было предотвратить. Соответственно, главную роль здесь, конечно, играют правоохранительные органы. Представители органов опеки, в свою очередь, предложили создать общественный совет примирения супругов, так как случаи разводов значительно участились. А Мухарбек Барахоев считает недопустимым разрушение института семьи в ингушском обществе. Законы есть, они действуют, есть определенные механизмы, есть меры воздействия в случае совершения вот этих правонарушений, но нет четко выстроенной профилактической работы. И если мы не будем сохранять все то, что нам помогало веками сохранить вот тот образ здоровой, идеальной семьи, соответственно, никакие законы нам не помогут. К сожалению, в России пока нет специального закона о семейном насилии. Мухарбек Барахоев в ходе встречи рассказал, законопроект о профилактике домашнего насилия находится на рассмотрении в Совете Федерации. Отметил, что такие мероприятия помогают донести необходимую информацию и законодательные инициативы, которые легли бы в проект этого закона. Вопрос профилактики бытового домашнего насилия находится под личным контролем председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко. И есть рабочая группа по совершенствованию законодательства семейного бытового насилия. Есть уже намеченные планы до 1 декабря провести анализ законодательства и правоприменительной практики в сфере бытового и домашнего насилия. Участники дискуссии считают, пока нет правового регулирования, ключевую роль в предотвращении семейного насилия могут сыграть религиозные деятели. К примеру, проводить профилактические беседы непосредственно с участниками конфликтов и вести информационные кампании. По итогам встречи пришли к выводу, побороть проблему домашнего насилия можно только комплексной стратегией. Это и предотвращение путем общественного порицания и применения мер правопорядка. У нас есть соответствующие органы, это имеется в виду и правоохранительные органы, и местное самоуправление, и институты по защите прав человека. Надо начинать с того, чтобы эти органы реально работали. В общем, дискуссия выдалась весьма оживленной. Договорились, что этой проблеме посвятят еще не одну встречу. Диана Дударова, Адам Далаков, Новости 24. О важности нравственности и религиозного воспитания в жизни общества, вопросы противодействия экстремизму и радикальные комментарии в интернете, которые могут повлечь за собой уголовную ответственность. Эти и другие вопросы, посвященные борьбе терроризму, обсудили накануне с ингушскими студентами в Ставропольском аграрном госуниверситете. Инициатором встречи стал региональный Минац и полномочный представитель Ингушетии по Ставропольскому краю. На встрече указали на то, что в интернете нужно общаться корректно и соблюдать законы, не ущемлять права собеседников и не навязываться в споры на сомнительные темы. Особое внимание спикеры уделили роли общечеловеческих ценностей в становлении ислама. Подобную встречу региональный Минац организовал и в Москве. Тему обсуждали с участниками действующей ассоциации ингушской молодежи, членами молодежного совета при постпредстве республики, а также со студентами московских вузов.
Сегодняшние школьники, на завтра уже студенты и будущие успешные юристы. Более 100 школьников проверили свои знания в области юриспруденции. Олимпиада, проводимая Саратовской юридической академией, прошла в региональном парламенте. Победа в состязании главным образом – это помощь в выборе будущей профессии и дополнительные баллы при поступлении. Репортаж Тамары Хашагульговой. В зале заседаний парламента лучшие из лучших, более сотни школьников, чья главная цель – связать свою жизнь с профессией юриста. Потенциальные студенты Саратовской юридической академии в ожидании настоящей битвы умов. В этом году, как никогда, мы сможем сегодня, в этом году, преодолеть вот этот барьер, который до сих пор там, 2 человека, может быть, 1 студент поступал. Мы преодолеем этот барьер, мы с вами больше мест отвоюем у Саратовского института. Тем более сейчас с каждым годом у нас выпускники все более подготовленные. Но перед этим ребят знакомят с кухней академии. Как поступить в вуз, на какие специальности и сколько баллов для этого нужно, где и как живут студенты. Школьникам объясняют, что называется, на пальцах. Теперь, когда каждый узнал о вузе немного больше, можно приступить и к самому главному – Олимпиаде. Здесь все строго, прямо как на ЕГЭ, который ребятам только предстоит сдавать. При себе только паспорт и ручка, а также листы с заданиями и вера в свои силы. Мечта Айны Куркеевой – стать адвокатом, а Олимпиада – первый шажок к ней. Поэтому ученица долго и упорно готовилась. Я повторяла историю Древней Руси и повторяла законы. Таких, как Айна, здесь большинство. Каждый подошел к выбору профессии осознанно. Случайных людей на Олимпиаде нет. С детства хотелось защищать людей невиновных, сажать виновных. Поэтому возник интерес работать в этой сфере. Задания на Олимпиаде состоят из 3 частей. В первой ребята только выбирают правильный ответ, а дальше уже отвечают на вопросы более развернуто. Участников порядка 111 человек. Это учащиеся 10-11 классов со всех точек республики. Пока одни из них нервно и суматошно пытаются вспомнить правильный ответ, другие уже успели пройти все задания. Как, например, Тамила Аушева. На обдумывание правильных ответов у нее ушло только полчаса вместо положенных 1,5. Сказался большой опыт участия в Олимпиадах. Почему? Потому что задания были из курса 5, 6, 7, 9, где-то и 10 класса. И благодаря тому, что данный материал я освоила, мне было нетрудно на них ответить. Вопросы были несложные, интересные. В частности, мне понравился вопрос, какие произведения относились к творчеству Солженицына. И я ответила, ответ был произведение «Архипелаг ГУЛАГ». Региональная Олимпиада не гарантирует этим ребятам поступление в юридическую академию. Однако высокий результат станет хорошим бонусом при ЕГЭ. Призеры получат дополнительные 3 балла к экзамену. Бывает такое, что 1 балл является решающим, на самом деле решающим, и многие не могут поступить из-за этого, допустим, на бюджет из-за 1 балла, а мы даем целых 3. Это на самом деле правильно, ваш также председатель говорил о том, что не все олимпиады, не все вузы проводят олимпиады. А у нас проводят, и мы еще ездим, и мы ездим в огромное количество субъектов, и мы даем 3 балла при поступлении. Результаты Олимпиады будут известны совсем скоро. А пока у участников есть время обдумать свои ответы и точно для себя решить, хотят они выбрать профессию юриста и поступить в Саратовскую юридическую академию, или для них ближе что-то другое. Тамара Хашагульгова, Асхаб Белакеев, Новости 24. Сегодня в стране отмечается День призывника. Его учредили в 1992 году, чтобы повысить общегосударственную значимость и престиж воинской службы. В осеннюю призывную кампанию из Ингушетии на службу в армию должны отправить 120 новобранцев. Первую группу призывников из республики проводили еще в середине октября. Следующая отправка запланирована на 20 ноября. Новобранцы служат в воздушно-десантных, сухопутных, железнодорожных войсках, военно-воздушных силах и в Нацгвардии. Всего же в этом году в России в рамках осеннего призыва ожидается увеличение числа новобранцев до 132 тысяч человек. Это на 3 тысячи больше, чем в прошлом году. Военно-патриотическое воспитание молодежи и план развития на будущий год. В Магасе прошло совещание руководителей штабов региональных отделений движения «Юная армия» Северокавказского федерального округа. Семинар в Ингушетии проводится уже 2-й год подряд. Какие вопросы поднимались на встрече, расскажет Дана Плиева. Соблюдать устав юной армии, быть честным иноармейцем. Клянусь! Клянусь!
Общественное движение «Юнармия России», возникшее в стране всего 3 года назад, за столь короткий срок уже успело стать самым многочисленным на всей территории России. На сегодняшний день в нем насчитывается более 580 тысяч участников из всех регионов страны, в том числе и СКФО. Руководители штабов по Северокавказскому округу собрались за одним столом, чтобы обозначить достижения, коснуться проблем и задач на предстоящий год. Это прежде всего и по организации летнего отдыха детей, и по развитию таких направлений, как в наставничестве, дети-наставничестве, и юноармеец в профессии, что немаловажно для развития во всех регионах. Вот на этом самые основные ключевые моменты. Ну, естественно, организационные, наши внутренние, как наша структура существует, как нужно развиваться, в каком направлении. Мы приехали сюда обсудить наши проблемы, выявить лучшие методики. И это на сегодняшний день актуально. У нас молодое движение, действительно оно развивается, очень бурно развивается. То есть за 3 года такой качественный скачок нет ни в любом другом детском движении страны. Стоит отметить, что наш регион уже 3 года подряд курирует и во 2-й раз принимает совещания такого рода. Более того, количество участников ингушского отделения занимает лидирующее место по всему округу, отмечает руководитель штаба Мадина Богатырева. 1420 человек у нас было в начале года, сейчас у нас 4700. И уже еще есть желающие. Я думаю, что до конца года даже, может быть, так получится, что мы переступим порог в 10 тысяч человек. Начальники штаба во главе с директором движения Денисом Заикиным уверены, что юнармия способствует и подготовке к будущей профессии. Ведь многие из юноармейцев лелеют мечту связать свою жизнь с военным поприщем. В этом году такой шанс реализовал и Магомед Алиасканов. Молодой человек учится в военном университете Министерства обороны Российской Федерации. И начать шаги в военной карьере во многом помогло юноармейское движение, куда он вступил 3 года назад. Юнармия, она больше всего дала понять, что значит военная жизнь. Именно попробовать вкус этой жизни, насколько он тяжелый, настолько, что нужно проявлять ответственность. Активное содействие в патриотическом военном воспитании оказывает также сотрудничество с Министерством обороны и различными военными ведомствами. Так, комиссар по Ингушетии Тимур Мистоев отметил, что с ребятами проводится много разных мероприятий. У нас есть еще такие хорошие перспективные планы, где мы хотим сделать и восхождение, и 3-суточные сборы. И вот с командованием мы уже обговорили, и стрельбы проводить на полигонах. То есть у нас такие далеко идущие хорошие планы. Ни один лагерный сбор артиллерии не проходит без юнармейцев. Всегда присутствуют ребята, которым мы показываем, рассказываем, объясняем предназначение наших вооруженных сил на примере боевого применения непосредственно наших сил и средств, которыми располагает наша бригада. В конце всего этого идет экскурсия непосредственно с демонстрацией техники, образцов вооружения. Любить свою родину и быть готовым в любую секунду стать на ее защиту. Именно этому учат молодых ребят, решивших однажды вступить в ряды юноармейцев. И на сегодняшний день его нужно развивать во всех школьных учреждениях регионов. Каждая школа, каждого муниципального образования могла включаться в это движение и участвовать в тех мероприятиях, которые развивают наших детей, не только с точки зрения физической культуры, спорта, да, но и прививать им ценности, которые были заложены еще нашими дедами, прадедами. Мужество, честь, доблесть и отвага – вот те главные принципы, на которых основано и уверенно движется вперед военно-патриотическое движение «Юнармия». А такие встречи только способствуют его успешному развитию в долгосрочной перспективе. Дана Плиева, Магомед Белокиев, Новости 24. 4 призовых места в копилке ингушских шахматистов по итогам первенства СКФО. В Министерстве по физической культуре и спорту республики призеров награждали сегодня дипломами и кубками. Регион на соревнованиях представили 18 спортсменов. Интеллектуальные состязания проходили в Грозном. Теперь шахматистов ждет уже чемпионат мира в следующем году. Также дипломом денежно пошли. Эмин Наушев играет в шахматы уже давно. За свой карьерный путь он уже успел принять участие во многих республиканских турнирах, а также занять 1-е место на СКФО. Пройдя республиканский турнир в этом году, перед ним стояла цель снова взять золото, а в дальнейшем и Россию. В СКФО он занял 3-ю строчку в группе до 15 лет. Ничего делал, у меня они были выиграны, я просто расслаблялся. И из-за этого противники, они прям вытащили партию до ничьи.
Если бы я не расслаблялся, у меня тем более достаточно времени было, 40 минут, и надо было не расслабляться, я мог бы выиграть, и тогда, может, первое занял. Грамотами и денежным вознаграждением выразило региональное министерство спорта свою благодарность призерам соревнований за места на первенстве СКФО. Ингушетию представляли 18 шахматистов, но только 4 удалось войти в тройку лучших игроков в своем возрасте. Все прошло нормально, играть было тяжело, мы играли 9 дней, в один день один тур. Всего на первенстве собрались 240 шахматистов. Участников поделили на 6 групп в возрастных категориях от 9 до 17 лет. Из 18 медалей наша республика привезла 4. Я думаю, мы могли еще лучше выступить, но в следующем году попытаемся выиграть 2-3 места первых. 600 миллионов человек по всему миру играют в шахматы. В республике развитию этого вида спорта уделяется большое внимание, а желание окунуться в интеллектуальную игру в Ингушетии все больше. Это доказывают и наши триумфы на международных турнирах. Министерство спорта поблагодарило участников за успешное выступление. Я так думаю, наши дети на первенстве России покажут хороший результат и приедут также победителями и призерами данного турнира. Первенство России пройдет уже в апреле 2020 года в Сочи. Наши спортсмены, выявив свои ошибки на турнире СКФО, начнут работать над ними и стремиться показать результат намного лучше. Михаил Тангиев, Адам Гулоев, Мербек Миржоев. Новости 24. 5 лет танцуют на 5. Победитель международных конкурсов и фестивалей, многократный лауреат различных премий. Детский танцевальный ансамбль «СИК» отметит свой первый юбилей. К 5-летию коллектив готовит праздничный концерт. В программу войдут известные композиции и танцевальные номера. На репетициях побывала Жаридат Халухоева. Плавное движение рук и легкий степенный шаг. В этом зале и зарождается будущее ингушского танцевального коллектива. В центре этой искры самая яркая звезда Расул Яндиев. Этого 6-летнего джигита в ансамбль привела бабушка 2 года назад. Упрямый и своенравный, он совсем не хотел учиться танцу. Но сегодня выступает солистом детского ансамбля. В его копилке хореографии около 10 зажигательных танцев. Эрзи, парни, детские, горские, лезгинка, современные. Лезгинка, горский, эрзи. Ровно 5 лет назад директор, так в коллективе называют, Магомеда Имагожева, собрал на первую репетицию ансамбль. И если сейчас эти занятия проходят в более расслабленной обстановке, тогда они больше напоминали время неуверенности и нервов, шутит художественный руководитель. Начинали трудно. Первые 2 года ансамбль потратил на то, чтобы выучить технику движений и выстроить свою хореографию. Первые пару лет мы чисто трудились, никакие там мероприятия были, плановые мероприятия Дома культуры, но такие выездов, там, даже по республике, и тем более за республику у нас не было. Наши, так сказать, выезды начались 2 года тому назад. Это был наш первый выезд в город Грозный в концертной программе с Народной артисткой Республики Ингушетия, с Лизой Ахматовой. Ну и с тех пор, так сказать, у нас все понеслось. Ессентуки, Железноводск, Грозный, Нальчик. Творчество ансамбля – это синтез народного танца, собранного из различных уголков Кавказа. Основа – прямая осанка и ровный шаг. Дети в возрасте от 5 до 14 лет показывают неповторимые номера. Их фирменный танец праздничный, так как в нем задействованы все танцоры. Мака Цацкиева выступает в составе СИК уже 4 года и знает весь репертуар ансамбля наизусть. На каждом концерте словно проживает несколько жизней, от гордой горянки до лирической героини. Танцы мы изучаем народные, ингушские, так можно сказать. Движения бывают нетрудными, легкими. Для девушек, конечно, изящными, а для мальчиков четкими. СИК – самый молодой коллектив республики, но это не мешает ему участвовать в серьезных конкурсах и побеждать. Они успели представить республику на многих международных региональных фестивалях и смотрах, в том числе «Морское сияние» в Сочи и «Содружество-2018». В их копилке 2 первых места и гран-при конкурса. Самое ценное, я могу считать, что это гран-при во Владимире, так как это был первый выезд за Северный Кавказ ансамбля. Мы поехали всем составом, очень переживали в тот момент, так
как у нас таких больших мероприятий не было, таких больших выездов, поэтому очень переживали на месте. На месте у нас как получилось, вначале нам объявили за первые, вторые места, а потом только прошел гала-концерт, и на гала-концерте нас уже объявили в одном массовом танце гран-при. У коллектива плотный график. Репетиции проходят по несколько дней в неделю, от 3 до 5 часов. Сегодня они также усиленно репетируют, но уже для своего собственного концерта, который пройдет 16 ноября во Дворце культуры в Назрани в честь своего 5-летнего юбилея. У воспитанников и руководителей большие планы на будущее. Всех секретов раскрывать не спешат, но не стоит сомневаться, что совсем скоро мы услышим о новых достижениях коллектива. Жарадат Хулхоева, Мербек Мержоев, Новости 24. Сейчас анонс. В субботу в эфире национального телеканала смотрите еженедельную информационную программу «Новости СКФО» с Делимханом Калоевым. Итак, завтра в 21:00 вы увидите. Телебашни в стране башен, цифровая эра и новые возможности. В ходе реализации федеральной целевой программы с 10 по 18 год мы построили на территории Ингушетии 15 башен. В Ингушетии состоялось открытие нового здания регионального филиала РТРС. Операция «Улыбка». В Махачкалу приехала международная команда врачей. Небо надо делать внутри расщелина, вот его будут делать. Потом, когда молочные зубы, все меняться будет на коренные, тогда будут десну делать. Десятки ребятишек с дефектами лица записались на прием в рамках благотворительной акции. Запах свежего ремонта и маслянистый аромат книжных страниц. Библиотека, которая точно не будет пустовать. Эх, и почему в мое время не было таких библиотек? Я бы тут ночевала. Библиотеку нового поколения открыли в Ставропольском крае. Очаг, который не гаснет. В чем секрет семейного счастья? Семья Альдиевых из Икажева победила на всероссийском конкурсе «Семья года». Чтобы помнили бессмертные подвиги и история. Я помню своего отца каждую минуту. Я им горжусь. Он у меня был добрый, честный. Прошел всю войну. В преддверии 75-летия Великой Победы в столице Карачаево-Черкесии стартовала патриотическая акция «Парад музеев». Об этом и не только расскажут новости Северного Кавказа. Наш выпуск на этом завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.